Здравствуйте, в эфире информационная программа «Настоящее время Азия» с главными событиями дня. В пражской студии я Шахида Якуб. Сегодня в программе. Сирийская оппозиция вновь берет в руки оружие. По их словам, сделать это их заставили ужесточившиеся бои вокруг города Алеппо, за контроль которого борется сирийская правительственная армия. Такое развитие ситуации ставит под угрозу мирные переговоры по урегулированию конфликта, который проходит в Женеве. Мы не можем сидеть сложа руки и смотреть, как страдают люди. Гуманитарная ситуация критическая. Парламент Кыргызстана предлагает объявить перерыв во время совершения пятничного намаза. Правозащитники видят в этом угрозу светскому образу жизни населения страны. 1 часа достаточно. Мне, например, хватает. Работать надо. Селективные аборты в Грузии стали настолько распространенными, что специалисты предупреждают о демографическом кризисе через 20 лет. Родители все чаще предпочитают девочкам мальчиков и избавляются от плода, узнав пол ребенка. Менталитет грузинских мужчин диктует, что если в семье первый ребенок девочка, то второй уже обязательно должен быть мальчик. За любовь к фортепиано ее выгнали из дома, но это не помешало афганке Нигин Фальвак стать дирижером и создать собственный оркестр. Они говорили, пуштунская девочка не должна этого делать, ведь в нашем племени это даже мужчинам запрещено. Переговоры по урегулированию сирийского конфликта находятся под угрозой срыва. Несколько ключевых фигур сирийской оппозиции заявили, что возобновляют вооруженную борьбу против того, что они называют нарушениями соглашения о прекращении огня со стороны правительства. Это заявление прозвучало на фоне ужесточения ситуации в окрестностях города Алеппо, где уже больше недели идут бои, в которые вовлечены и сирийская правительственная армия, силы так называемого исламского государства и оппозиция. В интервью с нами сирийский журналист Ясер Аль-Хаджи разъяснил ситуацию. У оппозиции нет другого выхода, как взяться за оружие снова и отражать атаки правительственных войск. Мы не можем сидеть сложа руки и смотреть, как страдают люди. Гуманитарная ситуация критическая. ИГИЛ продолжает контрнаступление, и несколько дней назад под обстрел попал лагерь беженцев, который находится на границе с Турцией. В то же время правительственные войска наступают в Алеппо, и оттуда бегут люди. То есть люди зажаты между противоборствующими группами. Граница с Турцией закрыта, людям некуда бежать. По сообщению независимой сирийской мониторинговой группы, за минувшие выходные погибло более 20 мирных жителей. Это самое большое количество жертв за время перемирия, заключенного 27 февраля. Стороны конфликта обстреливают жилые районы. Так, в субботу оппозиционные войска обстреляли градами районы Алеппо. В результате погибло более 16 человек, из них 10 – это женщины и дети. Напомню, что за 5 лет войны в Сирии погибло более 250 тысяч человек и более 4 миллионов стали беженцами. На севере Афганистана в провинции Кундуз идут ожесточенные бои между правительственными войсками и силами Талибан. Обе стороны утверждают, что делают успехи. Провинция Кундуз находится на границе с Таджикистаном и считается стратегически важным регионом. Столкновения между противоборствующими сторонами начались в конце прошлой недели, когда силы Талибан осадили Кундуз с восточного, западного и северного направления с целью захватить город. Напомню, что в прошлом году талибам удалось войти в Кундуз и продержаться там несколько дней. Обе стороны сообщают о потерях, однако точное количество погибших определить сложно. Как сказал телеканалу Аль-Джазира представитель Талибан Мулла Хамиди, им удалось захватить более 50 солдат правительственной армии. Однако эти сообщения опровергают представители афганской армии. Противники Афганистана дают ложные заявления, которые являются недействительными. И наши люди знают это. Вы же видите переполненные улицы. Люди живут без каких-либо опасений. Как сообщают наши корреспонденты, столкновения между талибами и правительственными войсками также идут в провинциях Баглан, Гельманд, Нангархар и Фариаб. Мировые цены на нефть резко снизились после того, как безрезультатно завершился саммит нефтедобывающих стран в столице Катара Дохе. Страны-участницы не сумели достичь соглашения о сокращении уровня добычи, что могло бы помочь поднять цены на нефть. Камнем преткновения стала позиция Ирана, страны, недавно вернувшейся на мировой нефтяной рынок после отмены многолетних санкций. Иран отказался снижать нефтедобычу, а Саудовская Аравия, в свою очередь, также оказалась не готова пойти на подобный шаг. Министр энергетики Катара заявил, что участникам необходимо больше времени на размышления. Осознавая фундаментальные изменения, происшедшие с времен нашей первой встречи, мы обсудили все аспекты и возможные последствия заморозки. И пришли к выводу, что нам всем нужно время для дальнейших консультаций. До следующей встречи ОПЕК в июне все страны-участники продолжат консультации между собой. Напомню, что в феврале этого года Россия, Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла договорились заморозить добычу нефти на уровне января, при условии, что другие нефтедобывающие страны присоединятся к инициативе.
Цена на нефть на международных рынках упала более чем в 2 раза по сравнению с 2014 годом, хотя за последние несколько недель она начала подниматься. Но ожидания, как выяснилось, были преждевременными. Как повлияет очередное падение цен на нефть на Россию и Казахстан, экономики которых зависят от продажи нефти? Об этом я говорила с аналитиком консалтинговой группы Kurs Energy Михаилом Крутихиным. Все это будет опосредованное влияние из-за уровня нефтяных цен. Поскольку вот эйфория не очень разумных наблюдателей, которые решили, что будет какой-то сговор на уровне ОПЕК и других стран, вот эта эйфория очень быстро кончится в течение нескольких дней, и цены вернутся к главному своему уровню, который определяется исключительно спросом и предложением. А поскольку сейчас у нас все-таки спрос сильно отстает от предложения, то уровень этих цен будет не очень высоким. Я думаю, что до конца года средний уровень цены за год по Бренту будет примерно $45 за баррель. Вот этот уровень должен оказать самое радикальное воздействие и на нефтедобычу, и на планы нефтедобычи и в России, и в Казахстане. В отношении спроса надо смотреть на Китай, а оттуда приходят очень противоречивые сообщения о том, сколько нефти потребуется Китаю на самом деле. Там несколько извращенная статистика и неправдоподобные прогнозы. И второе, это надо смотреть со стороны добычи и предложения на рынке на то, как на текущие цены реагируют в Соединенных Штатах Америки. Там самая гибкая реакция. Если цены будут выше $40 за баррель марки WTI, то американцы очень быстро поднимут уровень своей добычи и окажут самое решающее воздействие на глобальный уровень цен. В книжном интернет-магазине Amazon появился роман британской писательницы Анники Милисик Стейнли «Непокорная жена». Автор книги некоторое время проживала в Душанбе и воочию ознакомилась с укладами жизни местного населения. Особенно ее заинтересовала судьба женщин. В основе романа история повседневной жизни женщины по имени Наргиз, которая является единственной кормилицей в своей семье. Анника Милисик Стейнли, которая сейчас живет в Риме, рассказала, что вдохновило ее на написание романа. Жизнь в Таджикистане настолько впечатлила меня, что я решила написать книгу. В то время я слышала много историй о жизни интересных людей. Но больше интерес вызывали истории о судьбах женщин. Удивительно, но до сих пор не было ни одной книги на английском языке о жизни таджикских женщин. Сначала я писала небольшие эссе, но позже поняла, что должна объединить эти истории в один роман. Для меня было открытием то, как живут таджикские женщины. Мужья многих из них находятся на заработках в России, а после развала Союза появилась проблема безработицы. Но им ничего не страшно, и они очень трудолюбивы. Они очень сильны, и это качество в таджикских женщинах вызывает восхищение. Но, к большому сожалению, они не могут отстаивать свои права. Я надеюсь, что читателю понравится книга. Надеюсь, что она станет стимулом для других женщин-писателей создавать произведения о Таджикистане. Правозащитники Кыргызстана обеспокоены инициативой некоторых депутатов ввести перерыв в пятницу для совершения пятничного намаза. Это предложение поступило на прошлой неделе. Однако борцы за права человека рассмотрели в нем покушение на светский образ жизни в стране. Кыргызстан – светское государство, говорят они, цитируя Конституцию. С противниками и сторонниками законопроекта говорила Жибек Бегалиева. Обед до 3 по пятницам традиция. Дольше, чем обычно, перерыв длится и у подчиненных мэра. Все вице-мэры ходят на пятничный намаз. Ничего плохого в этом нет. Начальники отделов и простые специалисты тоже посещают мечеть. На обед в этот день я выхожу позже, за 10 минут до начала молитвы. В Аше и вообще на юге, где население традиционно религиозное, выходные фактически начинаются после обеда в пятницу. Многие государственные и частные учреждения в это время уже закрыты. Подавляющее большинство населения мусульмане, а выходной получается на субботу-воскресенье. И многие, кто на госслужбах, особенно кто на госслужбах, им неудобно, поэтому давно пора, очень хорошо. Другие люди во время работы тратят время на курение и прочие занятия. Почему нельзя такое же время выделить и для нас?
Перерыв на намаз в парламенте и вправду предложили узаконить. Вместо 1 часа обед по пятницам, возможно, будет длиться 2 часа. Почему депутаты не успевают уложиться в отведенное время, не все верующие понимают. 1 часа достаточно. Мне, например, хватает. Работать надо. Я не знаю, как депутатам, но я успеваю добраться до мечети за 10 минут. А мечетей у нас много. Тем временем правозащитники считают поправки в Трудовой кодекс опасными. Право на совершение религиозных обрядов в таком случае следует предоставить и христианам, и католикам, и вообще представителям всех конфессий, считает Толикан Исмаилова. Право каждого верить в любую религию, но конституционно нельзя нам терять светское государство. А к этому все идет. Почему? Потому что депутаты даже, вы знаете, они построили себе молельню за счет разных денег. И поэтому речь идет о том, что насаждают через законодательные инициативы вот сейчас вот изменить статус нашей страны. Почему его поправки не нравятся юристам, депутат Икрам Тазабеков не понимает. Выпускник физкультурного института планирует поднять еще много законопроектов, например, о запрете ношения национальных головных уборов в баню. А пока это первая инициатива депутатов в парламенте. Не будет пробок возле мечети. Времени на совершение молитвы будет больше. Почему мы не можем удовлетворить желания верующих? Вон сколько ненужных праздников, не соответствующих нашей религии. Это все ненужное наследие советского прошлого. В том, что документ коллеги поддержат, депутат уверен. Народных избранников, совершающих намаз, по его словам, становится все больше. Дюбек Бегалиева, Азат Антымаков, Идрис Исаков. В настоящее время Бишкек, Кыргызстан. Далее в программе. Селективные аборты в Грузии стали настолько распространенными, что специалисты предупреждают о демографическом кризисе через 20 лет. Родители все чаще предпочитают девочкам мальчиков и избавляются от плода, узнав пол ребенка. Менталитет грузинских мужчин диктует, что если в семье первый ребенок девочка, то второй уже обязательно должен быть мальчик. За любовь к фортепиано ее выгнали из дома, но это не помешало афганке Нигин Пальвак стать дирижером и создать собственный оркестр. Они говорили, пуштунская девочка не должна этого делать, ведь в нашем племени это даже мужчинам запрещено. В этом году исполняется 30 лет аварии на Чернобыльской атомной электростанции. 26 апреля 1986 года разрушился 4-й энергоблок Чернобыльской АЭС в Украине. Разрушение носило взрывной характер. Реактор был полностью разрушен, а атомное облако пронеслось по всей Европе. Авария расценивается как крупнейшая в своем роде за всю историю атомной энергетики. На ликвидацию последствий были брошены спасатели со всего бывшего Советского Союза. Многие спасатели, работавшие на месте катастрофы, уже умерли, а те, кто остался в живых, решили просто поехать на место взрыва спустя 30 лет. Я не дуже переживаю. Тост за выживших. 30 лет назад эти люди работали в спасательных службах, а теперь их называют ликвидаторами последствий аварии на Чернобыльской АЭС. И вот они приехали сюда снова. Групповая фотография на память и в путь. Мы собрались здесь сегодня, чтобы посетить Чернобыльскую зону, там, где мы были в 1986 году. 48 дней и ночей мы собственными руками разгребали термоядерное пожарище. Хорошо, отлично, вот так и держать. Чернобыль стал самой крупной ядерной катастрофой в мировой истории. Образовавшееся в результате взрыва радиоактивное облако прошло через Европу. Спасатели спешно свозились со всего Советского Союза. Государственное телевидение в те дни преуменьшало масштаб катастрофы. А это само здание станции. Как видите, огромных разрушений, о которых не умолкая твердят средства массовой информации Запада, нет. Группа разбила лагерь в том самом месте, где находилась их база в 1986 году. В их подразделении было 259 человек. С тех пор 71 человек умер. Почти у всех остальных проблемы со здоровьем. Все эти годы власти отказываются признать связь между их болезнями и работой на Чернобыльской АЭС. Компенсации стали предметом юридических тяжб. Мы весь час раздумывали, кто мы есть. Мы вот сейчас подумали, кто мы такие, герои Чернобыля или жертвы Чернобыля. И мы пришли к выводу, особенно я, поскольку я больше всех общаюсь с чиновниками, что мы жертвы чиновников. На следующее утро мужчины показывают друг другу старые фотографии и вырезки из газет. Они были молоды, но в их воспоминаниях немного веселья. Я не получал поддержки от государства 13 лет. Из областной администрации меня вытолкнули за шеи. Так что Чернобыль очень сильно мне помог. В 1986-м я прекрасно себя чувствовал, но после 87-го, 88-го начались проблемы со здоровьем, которые остаются до сих пор. Я инвалид.
Бывшие ликвидаторы направляются на место взрыва. Они хотят сфотографировать новый бетонный саркофаг, который является защитой от дальнейших радиоактивных утечек. Однако на контрольно-пропускном пункте им говорят, что бумаги оформлены неправильно, и в объезде им отказано. Почему в 1986 году мы свободно ездили туда-сюда по 3 раза в день, по надобности и без, а сейчас нас, ликвидаторов, не пускают из-за формальности? За этим знаком начинаются зоны отчуждения. Почти 2500 квадратных километров, по сути, необитаемой земли. Там часто бывают журналисты, ученые и специалисты. 30 лет назад эти люди провели здесь 48 дней, навсегда изменивших их жизнь. Сегодня им отказали в возможности побывать здесь снова. Но это лишь одна из множества тягот их жизни. В Грузии остро стала проблемой селективных абортов. Родители выясняют пол ребенка на раннем этапе беременности. И если это окажется девочкой, избавляются от нее. Проблема достигла таких размеров, что демографы предсказывают сокращение населения страны уже через несколько десятков лет. Подробности в репортаже. 25 тысяч девочек не родились в Грузии в период с 1990 по 2010 годы. Причина этому – селективные аборты. Родители выясняют пол ребенка на раннем этапе беременности, и если это окажется девочка, избавляются от нее. Недавнее исследование, проведенное при финансовой поддержке Всемирного банка и Фонда народонаселения ООН, показало, что 46% семей в Грузии предпочитают иметь мальчика. Когда наконец забеременела, выяснилось, что у нас будет девочка. Для меня не имело значения, родится ли девочка или мальчик, но, как это часто бывает в грузинских семьях, все хотели, чтобы первенец был мальчик. Мой муж был против рождения девочки и заставил меня сделать аборт. Гинеколог и директор роддома Имеди Давид Кобишавидзе говорит, что селективные аборты делаются, как правило, во время 2-й или 3-й беременности. Менталитет грузинских мужчин диктует, что если в семье первый ребенок девочка, то второй уже обязательно должен быть мальчик. Как правило, мужья заставляют женщин делать аборт. К сожалению, это так. Регуляции в отношении абортов начали ужесточаться в Грузии в октябре 2014 года, когда было законодательно запрещено проведение абортов после 12 недель беременности, с исключением на случай изнасилования или по медицинским показаниям. Наверное, следует поручить государству урегулирование этих вопросов, как с точки зрения образования, так и наказания и запрета. Следует запретить сообщать родителям пол ребенка в период, когда плод еще такой маленький, что от него можно легко избавиться. Как предсказывают демографы, с 2017 года в Грузии начнет сокращаться население, и уже через 50 лет грузин можно будет заносить в список исчезающих этносов. С 1990 по 2000 год в Грузии родились вдвое меньше девочек, чем в период с 1980 по 90 год. Этот дефицит и сократит население страны на 1 миллион 170 тысяч человек. Георгий Задгинидзе, Хатия Гогохия, Тбилиси. Среди основных тем предвыборной кампании кандидатов на пост президента США от Демократической партии вопрос об уравнении прав женщин в трудовой сфере. Хиллари Клинтон и Берни Сандерс обещали женщинам узаконить оплачиваемый декретный отпуск. Оба кандидата выступают за 12 недель оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам. В свою очередь, республиканские кандидаты избегают комментировать этот вопрос. Тем временем, в этом месяце в Нью-Йорк узаконил оплачиваемый декретный отпуск, став 4-м американским штатом, гарантирующим матерям оплачиваемый отпуск. О том, почему США является единственной промышленно развитой страной, где нет оплачиваемого декретного отпуска, в сюжете Ануш Аветисян. Мама 10-месячного мальчика по имени Сэм рассказывает, что с появлением на свет сына она вынуждена была оставить работу. Я могла бы сохранить свое место, но весь заработок уходил бы на оплату садика, поэтому смысла не было. Если бы у нас была возможность уходить в декретный отпуск на год при сохранении зарплаты, было бы неплохо. В США это невозможно даже в самых щедрых американских штатах, таких как Калифорния, Нью-Джерси, Род-Айленд, Нью-Йорк. Там женщины могут уйти в краткосрочный, частично оплачиваемый декретный отпуск. Только в этих штатах рождение ребенка не сильно бьет по семейному бюджету. В Калифорнии платят 55% от заработной платы в течение 6 недель. В Нью-Джерси 67% от заработной платы тоже в течение 6 недель. В Род-Айленде это всего 4 недели, а Нью-Йорк оказался самым щедрым и в скором будущем будет полностью оплачивать молодым матерям 12 недель отпуска по рождению и уходу за ребенком. На федеральном уровне пока подобных программ нет.
По федеральному закону США работодатели обязаны предоставить матери 12 недель неоплачиваемого декретного отпуска. Компании, где штат менее 50 сотрудников, исключены из этого закона. Для них это финансово обременительно. Многие мамы выходят на работу через несколько недель после рождения ребенка, 25% даже через 2 недели. Во многом эксперты винят в этой ситуации устаревший кодекс о труде 1930 года, который законодатели упорно не хотят пересмотреть. В первой половине 20 века работающий мужчина вполне мог обеспечить семью, а женщина при этом воспитывала детей. Законы, принятые десятилетия назад, не отражают современные реалии в экономике. Однако некоторые американские компании адаптируются к новым требованиям сотрудников и обеспечивают декретным отпуском не только матерей, но и отцов. По этому принципу работают такие технологические компании, как Netflix, Amazon, Apple, Facebook, Google, YouTube. Противники же этого нововведения считают, что подобные экономические инициативы станут неподъемным бременем и для бизнеса, и для налогоплательщиков. Впрочем, специалисты подсчитали, что оплачиваемый декретный отпуск может стоить американцам всего лишь несколько долларов в неделю. Например, в Калифорнии работодатели удерживают 1% от заработной платы сотрудника для оплаты декретного отпуска в будущем. Даже если бизнесы не оплачивают напрямую декретный отпуск, законы, принятые в 4 штатах, ставят новые обязательства перед работодателями. Малые бизнесы просто не могут позволить себе такие риски. Федеральный закон об оплачиваемом декретном отпуске может появиться в стране не раньше, чем произойдут изменения в общественном восприятии, рассказывает эксперт по трудовому праву Сара Глин. Тем не менее, стоит отметить, что, согласно опросам, быть мамой – самая сложная работа, и женщинам должны оплачивать декретный отпуск. С этим согласны 67% американцев. Ануша Витисян, Анатолий Кашенко. Настоящее время. Вашингтон. За любовь к фортепиано ее выгнали из дома. Но это не помешало афганке Нигин Пхальвак стать дирижером и создать собственный оркестр. История единственной женщины-дирижера в Афганистане в репортаже Рейтер. В детстве Нигинд Пхальвак сидела за фортепиано тайком. Когда талибы были у власти, они запретили играть на музыкальных инструментах. Но и сейчас в консервативных мусульманских семьях в Афганистане это не принято. В моей семье все, кроме отца, были против того, чтобы я играла. Они говорили, пуштунская девочка не должна этого делать. Ведь в нашем племени это даже мужчинам запрещено. 10 лет назад Нигин приехала в Кабул и начала учиться. Сейчас ей 19. Полгода назад она стала единственной в Афганистане женщиной-дирижером. В оркестре при Национальном институте музыки 35 девочек-подростков играют как афганскую, так и западную музыку. Когда их выступление однажды показали по местному телевидению, братья Нигин пригрозили избить ее. С угрозами столкнулись почти все участницы, но это их не пугает. Мини Саларза из Джалалабада, 13. Скоро 4 года, как я начала играть на трубе, и с тех пор моя жизнь очень изменилась. Музыка и труба теперь мои лучшие друзья. Институт музыки, под эгидой которого существует оркестр, помог основать Ахмад Насер Сармаст. Музыковед, вынужденный бежать из страны с приходом талибов к власти. Он вернулся из Австралии в 2010-м. Я совершенно уверен, что, содействуя распространению образования, искусства, культуры, мы изменим отношения наиболее радикальных сил. Мы будем отстаивать право афганских детей играть на музыкальных инструментах и с течением времени докажем, что мы не делаем ничего дурного. Многие девочки, как и Нигин, живут в Кабуле в приюте для сирот. Они сбежали от своих близких только чтобы иметь возможность играть. Они сделали свой выбор, но надеются, что его не придется делать их младшим сестрам. И войне против музыки в Афганистане придет конец. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать сегодня. Читайте на социальных сетях и на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.